Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Зовут меня Кудашева Елена Геннадьевна. Я являюсь заведующей кафедрой математики и статистики Башкирского государственного педагогического университета. Сейчас мы с вами обсудим, как проходят вступительные испытания по разделу математика. Форма сдачи этого испытания дистанционная, вид экзамена тестирования. В вашем тесте будет 25 вопросов, на которые вы должны ответить. В структуре теста задания по таким разделам, как числовые выражения, текстовые задачи, преобразование различных выражений, уравнения, неравенства, геометрия, тригонометрия, функции и графики. Продолжительность вступительного экзамена 60 минут. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья время увеличивается на 1,5 часа. Но это возможно только если у абитуриента есть соответствующие документы. Не забудьте, что у вас одна попытка для прохождения этого испытания. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать, 39. Максимальное количество баллов – это 100. Давайте еще разок обсудим важные моменты. Первый вход в нашу систему через логин и пароль, которые вам отправлены на электронную почту. Посмотрите внимательно. Если у вас в вашем почтовом ящике нет этого письма, проверьте папку «Спам». Может быть и такое, что письмо попало туда. В дальнейшем вы можете поменять свой логин и пароль и заходить уже по новому логину и паролю. Перед каждым экзаменом вам нужно сфотографироваться, прикрепить цветное фото, где видно будет ваше лицо и главный разворот паспорта с фото и с фамилией, имя и отчество. Еще разок обговорим, что время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено 1 часом, и у вас есть всего одна попытка. Инструкция для сдачи вступительных испытаний лежит в вашем личном кабинете. Посмотрите, пожалуйста, красным обведено нормативные документы. И дальше инструкция о получении логина и пароля для прохождения вступительных испытаний. Вы можете зайти в свой личный кабинет и еще разок все это просмотреть. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии abitur.bspu.ru. Вы находите раздел «Бакалавриат и специалитет», находите расписание вступительных испытаний. По вступительным испытаниям по математике. Посмотрите, пожалуйста, с 22 июля проходит с 10 утра до 22 вечера, проходит испытание для тех, кто подал документы с 20 июня по 20 июля, резерв 25 июля. И для подавших документов с 21 июля по 12 августа испытания будут проходить 14 августа с 10 утра до 22 вечера. И резерв 20 августа, то же самое с 10 до 17. Чтобы подготовиться к сдаче вступительного экзамена, можно посмотреть программу вступительных испытаний «Математика». Находится точно так же на сайте нашей приемной комиссии abitur.bspu.ru. Вы заходите в программу «Бакалавриат и специалитет» и находите программу вступительных испытаний «Математика». Посмотрите, пожалуйста, вот такой будет документ, в котором будет перечень требований к программно-техническому оснащению вашего компьютера. Будут перечислены основные разделы, по которым будут проходить вступительные испытания. Будет дана литература, которую вы можете использовать для подготовки. Вот, например, мы сейчас с вами обсудим примерные задания, которые могут у вас
попасться. Это примерное задание. Первое задание – найти результат тригонометрического выражения, если известно значение функции тангенс альфа равная минус 2,5. Я подскажу, как решается этот пример. Так как функция тангенс альфа – это отношение синуса альфа к косинусу альфа, мы можем выразить с вами функцию синус альфа из этого выражения. Она будет равно синус альфа равно минус 2,5 косинус альфа. И когда выражение синуса мы подставим в первоначальную дробь, раскроем все скобки и увидим, что в первоначальной дроби все тригонометрические функции сократятся. И останется выражение 15 деленное на 3, то есть равно 5. Мы выбираем с вами правильный ответ. Он у нас под цифрой 4. Давайте проверим вторую задачу. Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. Сколько пачек обойного клея нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6 рулонов? Ну, давайте посмотрим. Если 63 рулона разделить на 6, у нас получится 10 целых рулонов, и еще остается часть обоев, для которых нужно еще купить одну пачку. То есть в ответе у нас будет 11 пачек. То есть 10,3 это как раз мы берем с запасом 11 пачек клея. Обсудим третью задачу. Это логарифмическое выражение. Так как под основанием логарифма у 8 2 в степени 8х минус 4, а 2 в степени 8х минус 4 всегда положительны, ОДЗ мы здесь не указываем. Мы сразу можем воспользоваться основным логарифмическим тождеством и записать, что 2 в степени 8х минус 4 равно 8 в степени 4. В дальнейшем восьмерку мы представим как 2 в третьей степени, и у нас получится выражение, что 8х минус 4 равно 12. Решим обычное линейное уравнение, найдем х. Х будет равно 2. И обсудим четвертую задачу. Задача по классической теории вероятности, на классическое определение вероятности. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживается 7 мальчиков и 2 девочки. Найти вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом. Ну, давайте посмотрим. Мы можем нарисовать круглый стол, вокруг него расставить 9 стульев. Один стул мы зафиксируем, то есть там уже сидит первая девочка. И давайте посмотрим. Остается у нас всего 8 свободных стульев. Но нужных нам стульев только 2. То есть по краям от этой девочки первой. То есть наша вероятность будет по классической схеме 2 делить на 8. То есть 1/4 или 0,25. Контакты, по которым вы можете задать вопросы, это почта fmf.ma@yandex.ru. На сайте bspu.ru в разделе «Абитуриент» abitur.bspu.ru и по телефону 8 34 72 87 99 99.